зовут Данилов Вячеслав, я ученик 11 А класса. Здравствуйте, меня зовут Данилов Василий, я ученик 7 класса. Наша тема называется «Картографические источники при изучении топонимики аласов Якутии» на примере Навского улуса. Что такое алас? Аласы – это типичная форма рельефа, которая возникает при вытаивании многолетних мерзлых горных пород и всадки грунта. В настоящее время якуты воспринимают алас как родовую территорию, куда летом выезжают на сенокос. Наблюдается даже их возрождение. Сельские крестьянские хозяйства отстроили вновь летники и зимние дома для содержания скота. Также название аласов тоже представляет очень большой интерес и отражает историю освоения нашей территории. Цель нашей работы – это изучить топонимику аласов Навского улуса. Объектом исследования является название аласов. Задачи. Во-первых, выявить название аласов левобережной и правобережной части Навского улуса по топографической карте. Во-вторых, составить базу данных. И в-третьих, составить гид-проект распространения аласов в Навском улусе с использованием космосника Lancet в программе ArcGIS. Топонимика аласов образовалась в результате освоения первыми скотоведческими народами, происхождение которых многие исследователи связывают с монголоязычными народами, которые позже смешались с тюркоязычными племенами. Однако в названиях аласов встречаются и невыявленные по происхождению имена. Классификация топонимов. Предварительный анализ названия аласов выявил, что из 174 топонимов, выявленных с карты Якутского аэрогеодезического предприятия, преобладающее большинство якутских 70,1%, эвенкийских названий 13,8%, монголизмов 8,6% и русских и неустановленных 7,5%. В данной таблице представлены несколько названий аласов. Якутских названий всего 122, а монголизмов 15, эвенкийских названий 18 и русских и неустановленных названий всего 13. Для выявления названий аласов мы использовали карту Навского улуса 2008 года. Данная карта привлекла нас тем, что в ней даны многие географические названия местностей Навского улуса. По данной карте выписано 174 названия аласов. При выборе названий мы руководствовались, во-первых, на топонимы, в которых конкретно есть слово «алас», например, Илья-Алага, Балаган-Алага. Во-вторых, на гидронимы озер, так как в основном аласы якуты называют аналогично озерам. В-третьих, на элементы рельефа, понижения местности. И в-четвертых, на топографические знаки луговой растительности. Это карта Навского улуса 2008 года, которую мы использовали при работе. Также при проведении работы использовалась программа SASPLANET. Эта программа предназначена для просмотра и загрузки на жесткий диск компьютера спутниковых снимков и обычных карт, предоставляемых сервисами Google Maps, Яндекс.Карты и другие. Заключение. В результате работы над темой проделана следующая работа. Во-первых, выявили название аласов левобережной и правобережной части Навского улуса по топографической карте. Составили базу данных названий аласов Навского улуса. Познакомились с программой SASPLANET. Используя программу исследования топонимов аласов Навского улуса, которые в основном расположены в западной части Навского улуса на коренном берегу реки Лена. Освоили использование космосника Lancet в программе ArcGIS. Спасибо за внимание.